5 раз летал в космос, просто говоря, 9 раз выходил в открытый космос. Я даже не представляю, как это делаете. У него есть очень шикарная коллекция фотографий, которые действуют через симптомы. Он сейчас выставочный павильон космонавтики авиации занимается подготовкой космонавтов. И самое главное, он ведет очень большую общественную работу, пропагандирует космос. Сегодня нам повезло, тем ребятам, которые не смогли подойти, сегодня он проведет экологическую роль. Дети, которые интересуются космическими проблемами, подошли ребята, которые уже имеют несколько вопросов по космонавту, которые хотят задать. Поэтому, Федор Николаевич, большое спасибо, что вы приехали. Пожалуйста, начнем наш урок. Добрый день всем. Вы собрались, знаете, как в преддверии Нового года. Ну, во-первых, я извиняюсь за тот формат, который у нас был. Мы дали немножко другой формат, мы хотели, чтобы вы рисовали скафандр. В будущем мы обещаем, что мы свои обещания выполним. Но не приехать сюда я не мог. Спасибо вам большое, вы нашли выход из положения, так получилось. И я здесь с вами. Ребята, мои друзья делают, перерабатывают продукты печатные, то есть макулатуру, и выпускают вот такие шапки. На самом деле игрушки самые разнообразные. Каждый из вас может создать свою игрушку. В данном случае, спасибо Михаилу, он отобрал только условия, а на самом деле очень много. Есть предложение. Пусть каждый из вас нарисует своего ангела. Уверяю вас, все будете с призами, но если можно будет, мы сейчас коллективно взрослые выберем самого главного. Главный ангел тоже получит свой приз. Договорились? Договорились. Поэтому берите, продумайте образ, который вы хотите создать, и приступим к тому, что вы будете рисовать. Если есть, то не то, что можно, вы обязаны помогать своим детям. Но не делать за них работу, просто помогать. Приступаем. Это же брать надо, получается, да? Этот урок очень знаменательный в связи с тем, что скоро наш Новый год. Поэтому я считаю, что вам повезло, вы сейчас можете разукрасить и загадать желание. Повесите на елку новогоднюю, и обязательно это желание сбудется. Поэтому просьба рисовать с особым трепетом и загадать желание. Также у нас есть, я хочу вам представить сегодня директора ателье «Зима» Алену Аркадьевну Савинову, которая также участвует сегодня в экологическом уроке. Она подготовила вам панно с мехом и сегодня покажет, как инкрустировать российский флаг именно вот мехом. И сейчас, Алена Аркадьевна, пожалуйста, несколько слов. Добрый день, дорогие друзья! Я вас искренне поздравляю с таким уникальным событием, с таким уникальным днем. Вы же не каждый день видите настоящего космонавта, без картинки, без телевизора. Это человек, который выходил в открытый космос, который летал в космос, видел наши Земли из космоса. Я вам завидую, в детстве нашем такого не было. Поздравляю вас еще раз. Ну и творческого благословения, пусть ваши желания все исполняются. Про мех расскажите, пожалуйста. Вот сейчас у нас партия Зеленых всегда говорит, что мех это нельзя использовать мех, что мех это плохо, что это варварство. На самом деле на северных условиях ходить в пуховиках или в искусственном мехе невозможно. Такие условия, что мы можем выживать только с натуральным мехом. Мы очень много используем натурального меха, и вот для того, чтобы его повторно использовать, Алена Аркадьевна придумала всевозможные решения. Да, но насчет экологии, тут очень, это отдельная, очень глобальная тема, потому что если мы носим пуховики, очень тепло, то его тоже когда-то надо утилизировать. Что наши изделия из натурального меха, если их утилизировать даже, да, в нескольких там условиях использования
они разлагаются, это органика. Вот. Но это отдельная тема. Да, и мы шьем шубу, мы перешиваем шубы из старых шуб, делаем новые, чем мы продляем жизнь, да. И из остатков вот мы придумали вот такие панно, брошки, ну, чтобы использовать, не утилизировать прямо сразу. Есть возможность использовать, мы используем в разных практиках, в разных изделиях. У меня вопрос, Федор Николаевич. У нас Альникотская верховенская фигурия, говорят, очень похоже как раз рельеф, похож очень на рельеф Марса. И такие же температурные режимы. Сейчас у нас проводятся международные как раз испытания шин с японскими компаниями. И вот вы как думаете, интересно, меховых комбинезонов насколько будет комфортно в космосе? Не знаю насчет космоса, но с точки зрения климата у вас и на Марсе, да, похожести, не совсем похожи. Если сравнивать, то Якутия в этом плане это Сейшелы, а Марс это Якутия. Да, там гораздо более сложные условия. Вот. И какие одежды будут в будущем у тех, кто будет покорять Марс, сложно сказать. Скорее всего, это безусловно будет и подогрев одежды. Да. От этого никуда не деться. Поэтому будут ли там якутские меха или нет, это вопрос. Скорее всего, все-таки это какие-то новые материалы. Давайте детям дадим возможность творчества. Еще я хотела сказать, что у нас очень много в жизни. Мы все знаем, что такое космос. Самый первый космонавт у нас это и советский космонавт Юрий Гагарин. И почему мы сегодня проводим такое мероприятие с года патриотизма? В связи с тем, что... Интересуйте, пожалуйста, где-то родина, хорошо? В связи с тем, что Россия и космос — это единые, объединенные единым смыслом слова. И сегодня как раз мы хотели, чтобы вы еще раз подумали о том, что космос он не так, и, возможно, среди вас будут следующие дети, которые будут в космической промышленности или, может быть, насчет космонавтов, какой, наверное, может быть, здоровье надо иметь, да? Вот. И очень много, значит, таких исследований, которые делают космонавты, у нас притворяются в жизни. Все мы знаем, что такое спутниковая навигация, все знают, что такое спутниковый интернет, спутниковое телевидение. Это те уже технологии, которые прочно вошли в жизнь и сначала были испробованы как раз в космосе. Все мы знаем, что такое тефлон. Тефлоновые сковородки у всех у нас есть. Это тоже для термоизоляции космических кораблей. Это все было опробировано тоже в космосе. Есть еще очень много других медицинских исследований, которые проводились в космосе и сейчас активно используются для реабилитации детей-инвалидов, для такие как искусственное сердце и специальные костюмы для реабилитации детей-инвалидов из ДЦП. Так и дальше можно продолжать. И, кстати, сегодня у нас есть дети, которые подошли с вопросами, да, Давид? У тебя есть вопросы? Да. Федор Николаевич, знаешь? Могу задать. Федор Николаевич, можете сказать, пожалуйста, вы 98-й космонавт России и 423-й космонавт мира, и вы летели в космос 5 раз. И скажите, пожалуйста, какой из этих полетов оказался, самый необычный и немного даже тяжеловатый? И были ли у вас такие случаи, когда было тяжело? Спасибо большое за вопрос. Тяжело было всегда, но не это самое главное. Самое главное – полет совершаться. Поэтому я не говорю, какой из них был самый тяжелый, какой из них был самый лучший. Всегда хочется думать о лучшем. Вот я отвечу тебе сейчас. Поэтому самый запомнившийся полет у меня первый, потому что это первый, второй, потому что это второй длительный, третий, четвертый и пятый. И каждый из них хорош по-своему. Знаешь почему? А ты посмотри на пальцы. Какой палец у тебя самый любимый? Они все любимые. Понимаешь? Но каждый разный. Вот и полеты у меня. Каждый разный сам по себе, и все они любимые, все они достаточно были сложные. Но я с вами и получил от своих полетов только удовольствие. Есть вещи, за которые стыдно, потому что человек, он на то и человек, чтобы совершать ошибки, не были и ошибки в полетах.
Но я могу сказать, что своими полетами я горжусь. Нештатные ситуации, которые были, мы преодолели, так же, как ребята сейчас наверху. У них была нештатная ситуация, связанная с разгерметизацией. Мы тоже ее ликвидируем. Поэтому жизнь есть жизнь, она продолжается, полеты продолжаются. Впереди новые космонавты. И вам тоже желаю иметь свою мечту. И у меня еще вопрос. Когда вы учились в школе космонавтики, было ли вам там тяжело? В чем вы затруднялись и в чем вы хорошо все знали? Тяжело есть всегда, так же, как в школе, ты когда учишься, есть предметы любимые, есть предметы нелюбимые, но школу ты собираешься заканчивать наполовину или полностью? Конечно, полностью. Каждый старается закончить школу хорошо. Мне удалось хорошо. Если я плохо это закончил, у меня не было этих полетов, согласитесь. Не все, кто заканчивает, к сожалению, школу, как мы сегодня говорим, школу, на самом деле это в Центре подготовки космонавтов, это общекосмическая подготовка называется этот период. И все, кто заканчивает, потом становятся космонавтами, совершают космический полет. К сожалению, по разным причинам. Мне в этом плане повезло. И я, когда читала у вас биографию и прочитала ваше увлечение, я прочитала, что я узнал, что вы, оказывается, увлекаетесь спортом и литературой древних, старых космонавтов. И вы еще коллекционируете логотипы разных космических кораблей. Мне сейчас интересно, а вы сейчас коллекционируете? Да, конечно, коллекция постоянно пополняется. Дело в том, что у каждого экипажа есть своя эмблема. Я разработал на всех эмблемы полеты. Полеты продолжаются, поэтому эмблемы новые появляются, и я с удовольствием пополняю свою коллекцию новыми эмблемами космических полетов. Это касается как наших, так и зарубежных. Поэтому скажу по секрету, вот кое-какие логотипы у меня с собой, поэтому вот я обращаю внимание тех, кто не рисует, да? Призы получат только те, кто нарисует. Поэтому я надеюсь, если ты тоже нарисуешь, ты тоже получишь приз. И ты увидишь часть моей коллекции. Спасибо. И еще. Я коллекционирую разные монеты. У меня есть старые монеты СССР, монеты 90-х годов, у меня есть бумажные деньги, тоже 93-го года. А еще я коллекционирую монеты, зарубежные, и разных стран, и разные валюты. Вот так вот. А еще я хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали сюда и разрешили задать вам вопрос. Спасибо. Я тебе могу сказать, что среди моей коллекции тоже есть монеты, но единственное, что я собираю монеты там, где есть что-то связанное с космосом. Разных событий космонавтов. Поэтому да, 4 коллекционирования. Сейчас коллекционирую. У меня много монет. Не так много, конечно, но для меня нормально. Я храню их в небольшой коробочке. И у меня в коллекции еще есть брелки. Вот. Молодец, Дамир. Удачи. Спасибо тебе большое. Так. Я посмотрю, кто чего придумал. Спасибо большое, это Дамир. Баишев Дамир. В какой школе учишься, Дамир? Я учусь в 29-й школе. В 5-м Б. Спасибо тебе за вопросы. Федор Николаевич. Я хочу вас спросить, какая была реакция вашей родителей, когда вы хотели стать космонавтом? Родители, ты знаешь, каждый родитель, так же, как я сейчас, по отношению к своим дочкам и сыну, каждый родитель, он всегда
тревожатся за будущее своих детей. Поэтому мои родители с тревогой относились к моему выбору. Но они никогда не препятствовали, за что я им очень благодарен. Будущее своего сына они видели несколько другим. Я могу сказать, что мои родители хотели, чтобы я был либо врачом, либо учителем, либо юристом. Это они озвучили. Но при этом они никогда мне не перечили. Они уважали мой выбор. Поэтому и сегодня, разговаривая со своими дочками, они у меня постарше, их выбор в будущее, он как раз и состоит из примера моих родителей. Я не навязываю выбор их дальнейшего пути. Потому что самое главное, не мы должны отвечать за ваш выбор. Вы должны вырастить самостоятельными, чтобы четко понимать, чего вы хотите в жизни. Этого добиться. Самое главное — осуществить свою мечту. И когда вы будете счастливыми детьми, ваши родители будут очень счастливы, что вы смогли что-то задумать и это осуществить. В каком полете была самая сильная перегрузка? Возвращение с орбиты во втором полете у нас был спуск по резервному варианту баллистическому, и перегрузка была чуть меньше 9 единиц. То есть это то же самое, как 9 таких, как ты, станут тебе на грудь. Представляешь, да? То есть перегрузка 9G, чуть меньше 9G у нас было во время спуска. Чтобы вы просто понимали, при штатном спуске перегрузка составляет 4-4,5 единицы. В каком шатле вы летели в космос? В каком шаттле? Атлантис. Ну, коли ты задал вопрос, я тебе ответил, а какие имена шаттлов ты еще знаешь? Хорошо. Ну, название моего шаттла — это Атлантис. Общего развития, да? Ага, хорошо. Спасибо тебе большое, умница. Еще есть вопросы у тебя? Нет, да? Ага. У Дамира тут тоже еще один вопрос. Присаживайся, интересует. Федор Николаевич, скажите, пожалуйста, когда вы захотели стать космонавтом, или у вас появилась такая идея, или просто в голову выстрелила? Ну, я был мальчиком, совсем маленьким, когда Юрий Алексеевич Гагарин осуществил свой первый полет. Вот, поэтому эта мечта зародилась, она была в каждом мальчишке моего двора, и все мы хотели быть космонавтами, потому что был такой живой пример. Уже потом, много лет спустя, другой великий космонавт планеты Земля, Нил Армстронг, который первым побывал на Луне, он сказал про Юрия Алексеевича: он всех нас позвал за собой. Поэтому я благодарен тому, что я родился в то время, когда первые космонавты осуществили свои полеты, и у меня родилась мечта, и она исполнилась. Поэтому я счастливый мальчишка своего детства. Чего я тебе желаю? Мечтать и исполнить свою мечту. То есть вы хотели стать летчиком, потому что... Не летчиком, Ой, космонавтом. как космонавтом? Да. Потому что вас вдохновили другие космонавты. Конечно. Как вы заметили, вот на экране задним фоном Федор Николаевич. Федор Николаевич, можно будет? В данном случае вы видите солнечных батарей Международной космической станции и так называемый терминатор. Это очень красивое время суток на орбите. Если вы заметите вот тень внизу, то есть на Земле это граница ночи и дня. Да, а на орбите уже солнышко видно. То есть мы летим навстречу солнышку. И солнышко быстро-быстро поднимается. Задача твоя – это сфотографировать Солнце таким образом, чтобы она попала вот в ячейку солнечной батареи. Тогда цвет получается такой золотой.
Потому что если солнце попадает напрямую в объектив, то оно просто убивает фотоаппарат, убивает снимок. Ну, вот мне кажется, что мне удалось снять. Ну, в данном случае вы видите тайфун. На Земле буря, бушует, все скручивается, а сверху это достаточно красивое зрелище такое. Для меня интересно было, чтобы в верхнем правом углу при этом были как бы лучи солнца попали. Поэтому вот есть такое понятие, как кадрировать рисунок, снимок, и сделать таким образом, навести фотоаппарат, чтобы вот эти вот лучики, они не убивали, но вместе с тем как мазочек получился. Это горы Вандах. Вот когда мы говорили о Марсе, да, каждая страна, вот в Перу я когда был, перуанцы всегда говорили, наши скалы очень похожи на Марс, потому что они такие красноватого цвета, здесь, правда, не совсем виден красноватый цвет, но там есть места, где красные, очень интересные красные такие пейзажи. И наплывы, вы видите, это плато, оно такое вулканическое и состоит в основном из лавы. Это горы Камчатка. Вдали вы видите Ключевскую сопку. Чем красива Камчатка? Ну, здесь более, скажем так, дневной снимок, а на самом деле рассветы на Камчатке интересны, потому что основная масса рассветов, они такой вот интересный розовый цвет. Это одно из любимых мест моих, которые я постоянно снимаю, поэтому вот Камчатка перед вами. И вот та же самая Камчатка, та же самая Ключевская сопка, вы видите, она имеет на переднем плане, а на заднем плане там другой луч. Увеличение, Федор Николаевич, во сколько раз? Это фотоаппарат с объективом 800 миллиметров. Ледники Патагонии. Вы видите вот 3 ледника, находящиеся в озеро. Это не в океан они уходят, они уходят на континентальную часть. Они являются, когда мы говорим о экологии, об изменении климата, о потеплении на Земле, вот эти вот фотографии нам как раз и дают границу нуля. То есть, если ледник поднимается вверх, в горы, значит идет потепление. Если он спускается вниз, голодание. И вот колебания ледника, насколько он тает, насколько он изменяется по своей форме, является для ученых дает большую информацию. Вот даже вот такой снимок, несмотря на то, что мы стараемся делать снимки красивыми, но в данном случае это еще и информация для ученых. Остров Гамьес в Мадагаскарском заливе, вот он похож на такого малька. Мне почему-то так показалось. 2 озера, Апоя и Хилоя, на полуострове Манагуа в Никарагуа. Но вот так получилось, что когда сфотографировал, такое впечатление, что кто-то на тебя смотрит. Да, и такой вот бездонный взгляд, да, голубые озера. На самом деле это озера кратерные, они очень чистые, и глубина прозрачности воды там до 40-45 метров, но видно. А это Гранд Каньон, Большой каньон в Соединенных Штатах Америки. Удивительно, похож на большого питона, который ползет по пескам. Тоже очень интересная структура, Эр-Решат называется, она находится в Мавритании, пустыня Сахара. Ученые долгие годы считали, что это кратер вулкана, а сейчас есть такое впечатление, что это все-таки природное образование, такой вот огромный диаметр, разные структуры пород,
вот, путем, из-за того, что там климат тоже резко континентальный, жарко, по ночам холодно, идет большие ветра, выветривается. Вот такая вот интересная структура получилась. Значит, это недалеко от Гранд-Каньона есть река, протекает река Колорадо-Ривер. Так вот это вот река и есть. Но, к сожалению, здесь фотографию надо перевернуть. Если вы внимательно посмотрите, такое впечатление, что река течет по хребту гор. Да. Вот это свойство космических фотографий. Если эту фотографию на 180 градусов перевернуть, то получится ущелье. Нет, это осталось прежнее. Да. Вот если перевернуть ее, видите? Да? Вот переверните еще раз. Вот это свойство именно космических фотографий. Здесь как будто гора. Спасибо оператору большое. А вот получается ущелье. Да, поэтому, когда фотографируешь горы из космоса, очень важно правильно их повесить на стену, чтобы не получилось либо ущелье, либо гора. Очень интересное место, это пустыня Намибия, горный массив Брандберг называется. Если вы внимательно посмотрите, здесь за счет того, что сжатие платформ было, выперло горный массив, причем он практически овальной формы. И если внимательно посмотреть, то внутри порода горного массива состоит из одного материала, а по краям он как будто кольцом окружен породой другого материала. Они черные. А вот внутренний материал утром и вечером при восходе и заходе солнца они получаются ярко-красными. Поэтому местное население называют их алыми скалами. Багряными, по-разному. Завитушка, я так назвал этот снимок, потому что очень часто и интересно образование облачности. В одном из замечательных фильмов было сказано, если кто-нибудь когда-нибудь разгадает формулу образования облачности, это будет самый гениальный человек в мире. Вот почему они вот такой формы, кто скажет, и я не скажу. Но красиво и радует. Полярное сияние. Вопрос детям, и сразу могу сказать, дам приз, кто отгадает. Вот слева на фотографии вы видите какое-то светило. Кто скажет, что это? Громко, давай. Неправильный ответ. Вот наверху, что это? Нет, звездочки вот они, видите, вот точечки. Ну, нет. Сияние вот это, я просветила. Это либо отражение от спутника, либо... Нет. Вот один приз. Это Луна. Ну, когда мы говорим о полярном сиянии, о каком солнце можно говорить, ребят? Хотя для того, чтобы снять полярное сияние, надо на фотоаппарате, вот те, кто знает фотоаппарат, ISO резко увеличить, чтобы получилось вот такой ярком виде полярное сияние. На обычных настройках это не снять. Но увеличивая ISO для съемки полярного сияния, при этом Луна получается в виде Солнца. Это Луна. Приз за мной. Да, это момент стыковки, при стыковке, вернее, японского грузового корабля, HTV называется, к американскому сегменту. Корабль подлетает к станции, зависает на расстоянии где-то порядка 20 метров, после чего вот этим манипулятором операторы вручную его берут в руки, вот
он хватается за штырь, и после этого разворачивает его и пристыковывает манипулятором к самой станции. Я вообще не представляю, какая это сверхурочная работа, какая нагрузка, физическая, эмоциональная. Человек всему может научиться. Это одно из любимых мест на Земле. Для меня в данном случае это Кранотская, во-первых, Камчатку я очень люблю снимать. Это Кранотская сопка, одна из самых красивых сопок. У подножия этой Кранотской сопки находится знаменитая долина Кейзеров и озеро Кранотское. А в данном случае, если вы посмотрите внимательно, это заход солнца, вечерний такой снимок, видна шапка с одной стороны, а на другой стороне уже глубокая тень. А вот это в центре светящаяся, это что, вода, жидкость какая-то? Не, это вершина ледяная, а вокруг овал такой, это облако. Мистическое, можно сказать. Вот, это очень знаменитый водопад. Находится он в Африке, называется Виктория. Причем река течет вот вверх, сверху, это широкая часть, и потом падает вот белое, это как раз сам водопад. Снимок он сделан сбоку, поэтому водопад виден. Если вы видите, даже потоки воды видны. Потом все это уходит в узкое ущелье, и дальше она течет река по узкому ущелью. Один из самых великих водопадов в мире. А какие водопады вы еще знаете? А самый большой в мире? Вот его мало кто знает. Ну, вот это вот как раз Луна, которую отгадала Алевтина Васильевна, правильно? Вот, которая отгадала, это как раз при тех настройках, когда можно сфотографировать красивую Луну. Но вокруг вы не увидите звезд. Вот очень часто говорят, а почему на фотографиях космических нет звезд? Значит, это фотомонтаж. Ребята, если вы посмотрите полярное сияние, вспомните снимок, да, то там звезды есть. Луна превращается в Солнце. Оператору еще раз спасибо. Специально приз меня. Значит, видите, вот, Луна получается как Солнце, а вот звезды, они видны. Но если снимать Луну так, чтобы видны были кратеры на Луне, тогда звездочки совсем маленькие, их просто не видно. Это вот как раз снимок, кто отгадает, какой? Да, большая медведица. Большая медведица. Это как раз дети всегда спрашивают, почему на фотографиях не видно звезд. Им и объясняешь, что либо ты снимаешь структуру, либо ты снимаешь Луну, либо ты снимаешь звезды. Для того, чтобы снять звезды, безусловно, на орбите должна быть ночь. Но, представляете, ночью вы можете увидеть здания, их практически не видно. Но в данном случае они не подсвечиваются. Вот эти структуры видны только потому, что ты увидишь фотоаппарат ISO и видны звезды. Вот, пожалуйста, вам полярное сияние, большая медведица, которую быстро все увидят. А вот как раз из марсианских пейзажей в Андах, это Южная Америка. Это касается экологии, и в том числе и для нас. Это вырубка лесов в бассейне Амазонки. Представляете, как это происходит? Белое – это уже вырубленные джунгли Амазонки. То есть пробивается центральная дорога, а потом просто подчастую вырубаются леса. Ученые подсчитали, что если вырубка лесов Амазонки, а в мире существует два крупных бассейна, которые называются легкими Земли, которые наибольшее количество кислорода производят. Это бассейн реки Конго и бассейн реки Амазонки. Хотя наибольшее количество девственных лесов
находится в нашем государстве. Это сибирская тайга. Но за счет того, что у нас среднегодовая температура гораздо ниже, чем в тропиках легкие работают постоянно. И зимой, и летом деревья вырабатывают кислород. В нашем климате зимний период является спящим периодом для растений. Так вот, если пойдет и дальше, в 2030-2035 году вполне возможно, что в Амазонке практически не останется девственных лесов. Это вот такой вот, к сожалению, пессимистический прогноз есть тоже. Даже дрожь пошла по стране. Неужели это так близко? Да, это так близко, потому что идет так. Значит, на экологическом форуме бразильцам пригрозили разными санкциями, я просто как бы читал материалы этих форумов, за то, что если они не прекратят вырубать деревья. Вы знаете, ответ какой был интересный? Причем у нас все форумы возглавляют Соединенные Штаты Америки, как правило. Ученые этих стран, ну, потому что инструментарий самый большой, фотографий очень много, они это понимают, они знают. А бразильцы сказали очень просто, это для мира интересно, мир должен платить нам деньги. Знаете почему? Очень просто им сказали, вы назовите нам девственные леса Америки, вы их все вырубили. И хорошо живете. Мы тоже хотим вырубить свои леса, чтобы хорошо жить. Вот правда, она сложная. В данном случае это грозовой фронт. То, что подсвечено внизу, это подсветка солнца. На самом деле там идет дождь. То есть вы прекрасно понимаете, что такое грозовой фронт. И вот тоже грозовой фронт, но только сверху. Петр Николаевич, когда предсказывают погоду, сверяются с космонавтами приблизительно по большим цунами? Да. Обязательно, да? Но это не обязательная фотография. Вот как раз один из самых знаменитых ледников в Патагонии, в Южной Америке, по которому мы сверяем климатические условия. То есть граница нуля – это граница как раз этого ледника. Ну, правда, дети сразу говорят, очень похож на ящера большого. Кранотская сопка, опять же, Камчатка. На что похоже? Нет, на Катю похож. Мне это напоминает устрицу. Кому-то устрица видна, кому-то видна медуза, а вот взрослым шляпа с пером. И не шляпа с пером. А вот белая – это взлетно-посадочная полоса на самолете. Вообще, что это такое? Это атолл, находится, опять же, в Мозамбикском заливе, недалеко от Африки. Хуан-де-Нова называется. Лучше природных художника нет. Спасибо большое, Федор Николаевич, за ваши прекрасные работы. Посмотрели на нашу землю совсем другим взглядом. И как будто попутешествовали, несмотря на ограничения, закрытие границ. Большое вам спасибо. Давайте поаплодируем Федору Николаевичу. Спасибо. Вот когда вы с самолета приземлялись, ведь было такое, чтобы кто-то осознание там терял из-за перенагрузки? Из-за перегруза? Да. Нет, не было, потому что мы тренируемся к тому, чтобы мы не теряли сознание. Мы тренируемся для того, чтобы космонавт продолжает свою работу. Но это не значит, что такого не было никогда.
сожалению, история космонавтов не все старты были удачные. И на заре экипаж Лазарев-Макаров, вы можете почитать про этот экипаж, у них была авария ракетоносителя, у них была посадка в горах Алтая, нештатная посадка сразу после выведения, и перегрузки были до 20 единиц. То есть это перегрузки, которые человеческий организм не выдерживает, к сожалению. И была кратковременная потеря сознания. Потеря сознания, она определяется тем, что когда организм наш сталкивается с теми, что он не может победить, он сам выключает сознание человека. Вот. Они потеряли сознание, но при этом они приземлились. После этого они вышли со своего спускаемого аппарата, и они продолжали работать. Более того, Макаров после этого еще раз летал в космос. Всем желаю здоровья, как космонавтов, чтобы хорошее здоровье. Спасибо. Федор Николаевич к нам пришел. Здесь, да? Давайте, ребята, может быть, вы продолжите тогда сами вот рисовать, и Федор Николаевич ненадолго найдем на экскурсию. Подошли Красильников, да, Красильников. Красильников, здравствуйте. Сейчас тогда давайте сделаем так. Как только ребята закончат, вы мне скажите, я подойду, мы определим победителя и раздадим призы. Договорились? Спасибо. Мы пойдем на экскурсию, как раз здесь экспозиция есть Красильникова, нашего первого инженера-космонавта.